В ходе встречи главы Ингушетии с уполномоченным при президенте страны по правам ребенка обсуждались вопросы по улучшению условий жизни детей-сирот. Спасибо, что вы приехали. Спасибо, что вникли. Работа для детей, ради детей, тем более, которые находятся в такой жизненной ситуации. Все силы предлагаем. И, конечно, и президент в этой части нам помогает. Внимание к детям, вот то, что вы приехали даже, оно огромное. Государственный и человеческий контроль за этим есть, и отношение к ним есть. И особое внимание сегодня, вы знаете, что детям СВО уделяем внимание, им особенно. Министр здравоохранения, говорю, вот участковый врач, он должен знать, сколько у него таких детей. Дети, да. Родители, неважно. Потом под запись. Значит, если им нужны определенные лекарства, сделали паспорт каждой семье. Правильно. Минтруд и Минобразование. Мы взяли на контроль тоже всех детей, именно СВОшников, школы. Детские сады – это приоритет. Я поняла, да. И университет попросили, а если подготовительное или что-то еще, чтобы вы могли бы подготавливать вот этих девчонок, мальчишек, чтобы они поступали, способствовать им поступлению. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации пообещал главе Ингушетии оказать содействие в строительстве нового социально-реабилитационного учреждения для детей в республике, что позволило бы создать все условия для их реабилитации. Вы остались напоследок, потому что вы одни из лучших. Та тема, которой я сейчас занимаюсь, профилактика социального сиротства, то, что поручил президент, посмотреть, почему дети находятся в детских домах, в приютах, как сделать так, чтобы их там не было, как выстроена работа в регионах по этой теме. И ему 1 июня доложить этого года с конкретными решениями. И вот по предварительному реестру, который мы сейчас составили по регионам, Ингушетия сейчас на 1-м месте. Мы подготовили здесь несколько рекомендаций, которые позволят, на наш взгляд, более качественно работать. Вы единственный регион, где нет приемных семей, где все дети в родственных семьях. То есть опека. И это вот вообще для меня, конечно, удивительно совершенно. Сегодня договорились о том, что мы со своей стороны будем ходатайствовать о строительстве нового. Мы понимаем, что вам нужно вот хороший, современный, и чтобы там не только был стационар для помещения детей, но и чтобы был кризисный центр для размещения мам с детьми, центр дневного пребывания для детей с инвалидностью, там разные службы по помощи семье, то, о чем вы сейчас говорите, да, вот там из участникам специальной военной операции, семьям и малообеспеченным и так далее. Вот, поэтому вам, конечно, однозначно нужно создавать новое. Вот, а так как нет доп. Программ, будем из резервного фонда президента просить отдельно как-то это все. Буду это всячески продвигать, вот, будем надеяться, что будет услышано. После протокольной встречи состоялось расширенное совещание с участием руководителей органов системы профилактики, на котором обсуждались конкретные меры по защите прав детей в республике. В совещании приняли участие представители прокуратуры, органов опеки и попечительства, а также главы муниципальных образований. С докладом о системе профилактики социального сиротства в регионе выступила заместитель председателя правительства Республики Ингушетия Индира Сагова. Она рассказала о мерах, принимаемых для работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также о программах поддержки, направленных на сохранение семейных отношений и не только. Основными субъектами профилактической деятельности выступают органы опеки, попечительства, учреждения социальной защиты, образования, здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также общественные организации. Они осуществляют мониторинг семейного благополучия, выявляют факторы риска, оказывают социальную, психологическую, юридическую, материальную помощь разным категориям семьи. Председатель Верховного суда Республики Ингушетия Иса Газиев в своем выступлении осветил вопросы, касающиеся гражданских дел об ограничении и лишении родительских прав. Он подчеркнул, что такие меры должны быть последней инстанцией и приниматься только в интересах детей. Также он привел статистику подобных судебных разбирательств в регионе. В большинстве случаев проведенные споры разрешены по исковым заявлениям одного из родителей. Реже имеют случаи, когда требования о лишении или ограничении родительских прав суды обращаются в орган опеки и попечительства. Детский омбудсмен представила предварительные итоги реализации Всероссийской инспекции социального сиротства в стране. Мария Львова-Белова отметила, что работа по профилактике сиротства дает положительные результаты, а Ингушетия занимает в нем первое место среди остальных субъектов страны.
После расширенного совещания уполномоченная по правам ребенка отдельно провела совещание с органами опеки и попечительства, озвучив планы по дальнейшему сотрудничеству в области защиты прав детей. На встрече подчеркнули необходимость объединения усилий всех заинтересованных сторон для решения актуальных проблем и создания безопасной среды для несовершеннолетних в республике. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Султан Булгучев, Магаз 24.